Эфир нашего телеканала продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И коротко о главных темах к этому часу. В связи с погодными условиями на ледовых переправах начинаются работы по снижению допустимой грузоподъемности. Чемпионат и первенство России по кикбоксингу продолжается в Якутске. Расскажем, как проходит 4-й день соревнований. В 15 районах республики полным ходом идет всероссийская перепись населения. Уже переписана треть населения. В связи с погодными условиями на ледовых переправах начинаются работы по снижению допустимой грузоподъемности. На сегодняшний день всего эксплуатируется 49 ледовых переправ, 2 ледовые переправы закрыты. Допущено снижение грузоподъемности на реке Лена на ледовых переправах Хатас и Павловск, а также Кангалас-Сотинцы до 30 тонн. В Амгинском районе Амга-Усть-Мая до 20 тонн. А что касается переправы Якутск-Нижний Бестях, то сегодня комиссия в составе сотрудников МЧС и Управления автомобильных дорог «Вилюй» осмотрели ледовый автозимник. В ходе мониторинга было осмотрено состояние льда и подъездные пути. Напоминаю, ледовая переправа Якутск-Нижний Бестях была открыта в прошлом году, 30 октября. Состояние льда очень оценивается как хорошо, подъездные пути тоже хорошие. И по метеопогодным условиям было принято решение ледовую переправу ставить без изменений. Это также 40 тонн, чтобы осуществлялось постоянное движение автомобильного транспорта, как грузового, так и легкового. Состояние льда нынче как никогда хорошее. Надеемся, что продлим как можно максимально данную ледовую переправу, чтобы пути сообщения между Якутском и Нижним Бестях состоялось нормально. Первый в республике киноархив, Национальный центр аудиовизуального наследия народов республики имени Ивана Жараева, отмечает 25-летие своего создания. За эти 25 лет фонд центра собрал более 36 тысяч единиц учета новейшей истории Якутии, содержащих факты, явления, события общественно-политической, экономической, культурной жизни народов Якутии, начиная с 1924 года. Кроме сбора и приема материалов, центр ведет и постоянное инициативное архивирование. Это видеосъемки самых значимых событий современной истории, науки и культуры, жизни замечательных людей, событий международного масштаба. Ведется постоянная работа с улусными архивами, различными организациями по постановке на госучет фонд центра кино-видеоматериалов, отражающих их работу. Наша задача на сегодняшний день, конечно же, более усиленно вести работу по техническому оснащению предприятия, так, по, так сказать, стандартам, мировым стандартам. Так, и, конечно же, наращивать наш архив, навести там должный, так сказать, порядок, систематизацию, электронный каталог и так далее. Это все то, что сегодня требуется для того, чтобы качество и приумножение этого уникального наследия, оно шло в ногу со временем. Коллектив очень творческий, высокопрофессиональный, исключительно преданный своему делу. Благодаря этим качествам, я думаю, что будущее у данного предприятия очень будет хорошее. С 1 апреля всероссийская перепись населения идет полным ходом в 15 районах республики. В этом месяце Алайховский, Анабарский, Булунский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Устьянский улусы будут переписаны полностью. А в Абыйском, Амгинском, Верхневилюйском, Верхнеколымском, Горном, Оленекском и Вено-Бутантайском улусах перепись пройдет только в некоторых населенных пунктах. За первые 4 дня работы переписчики обошли 4642 помещения и переписали 14 447 человек, или 30,2% от численности населения, подлежащего опросу в апреле. Пенсионер-умелец Николай Кудрин представил очередное изобретение. В этот раз он модернизировал мопед. Теперь у обновленного транспортного средства есть 2 детали из дерева и металла, чем-то напоминающие по предназначению лыжи. По словам мастера, это сделано для того, чтобы на непроходимой местности мопед мог балансировать. В итоге получилась конструкция, которая не уступает по проходимости снегоходу промышленного производства. Сам Николай Михайлович говорит, что у него есть постоянное желание что-то мастерить и придумывать. Часто источником вдохновения служат ролики в интернете или специальная литература. Детали этой конструкции достались мастеру без особого труда. Так, сделана она просто, как видно, да, простые материалы,
обрезок фанеры. Но это как бы испытательный вариант. Мы-то не были убеждены, что он так поедет. И тут фанера у нас 8-миллиметровая, а тут доска и тут обод от старого велосипеда. Разрезали пополам, одну сторону туда кинули, вторую сюда. Так, тут крепление на болтах, тут у нас труба идет, ну не видно вас, да? А тут на саморезах. Она не совсем лыжа, видно, да? Лыжа другая бывает, это как бы для опоры ног сделана, автоматическая. Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К1 продолжается в Якутске. Состязания посвящены 30-летию Федерации кикбоксинга России и победе якутянина Александра Иванова на чемпионате мира, который стал первым чемпионом мира из СССР. Участие в поединках принимают более 380 сильнейших кикбоксеров из порядка 40 регионов России. Сегодня проходит 4-й день соревнований. Стало известно, что 6 якутян вышли в полуфинал чемпионата. И самое главное, что у сборной республики уже есть один 100% финалист за счет того, что в полуфинале сразятся сразу 2 товарища по команде. С нами на прямой связи сейчас находится наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Мы узнаем у него, как проходит чемпионат. Алексей, я тебя приветствую. Ждем всех подробностей. Здравствуй, Иван. Мы находимся в Триумфе. В данное время сегодня здесь проходит у нас финал чемпионата по кикбоксингу для юношей и юниоров. Юноши это у нас 15-16 лет, юниоры это 17-18 лет. И также полуфиналы для старшей группы это 18+ и старшие. Вот, также, пожалуй, самая главная новость на сегодняшний день такая, то что Никита Квач, наш республиканский боец, одержал победу над дагестанским бойцом и таким образом завоевал первую золотую медаль для республики, с чем его и поздравляем. Говорят то, что судьи отдали ему победу единогласным решением. Вот, и сейчас рядом с нами находится представитель Федерации кикбоксинга республики. Это Александр. Здравствуйте, Александр. Ну, расскажите в целом, как чемпионат проходит и как ваши впечатления? В целом чемпионат и первенство России в Якутске проходят очень хорошо. Скажем так, все в штатном режиме. Гости очень довольны. И сегодня у нас полуфинальные, финальные поединки. Завтра финальные поединки и гала-финала. Расскажите, вот я знаю, что кикбоксинг от кикбоксинга К1 на самом деле отличается, что кикбоксинг К1, он гораздо такой контактный, жесткий вид спорта, нежели кикбоксинг. Вот так ли это? В чем у них отличие? Да, это тоже кикбоксинг, но в кикбоксинге в целом очень много разделов, таких как full контакт, это классика, full контакт с лоу-киком. А К1 это один из самых жестких разделов, в том числе и как в целом вид единоборств, в котором разрешены, в отличие от других разделов, удары коленями, а также удары руками с развороту тыльной стороной ладони. Это называется удар бэкфист. Вот. Скажите, а в целом как организационные моменты, где разместились бойцы, вот, приезжие? Организаторы чемпионата и первенства в целом разместили всех команды, это более 40 регионов, в общежитиях учебных заведений. Спасибо, Александр. Ну а я напоминаю, то, что вы можете наблюдать за нашими бойцами на YouTube-канале самого Триумфа и также на телеканалах НВК Саха и телеканал Мамонт. Так что не пропустите, болеем за наших, держим кулаки. На этом у меня все. Будем держать вас в курсе событий. Спасибо. Ну что ж, пожелаем нашим спортсменам дальнейших побед. Алексей, я тебя благодарю. Напомню, на прямой связи со студией с чемпионата первенства России по кикбоксингу, проходящем в столице, был наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Ну и продолжая спортивную тему, единственный в Ленском районе тир после передачи компании «Алроса» в муниципалитет перешел от пулевой стрельбы на пневматику. А когда-то пулевая стрельба в Якутии взяла свои истоки именно в Ленске. Сложно ли было перейти на пневмооружие и много ли любителей этого вида спорта в Ленске, узнала наш корреспондент Анна Кожевникова. Единственный в Ленском районе тир
расположен в промзоне на территории автобазы. Добраться до него не просто взрослым, а детям и тем более. Но спортивный азарт берет вверх. В секцию по стрельбе из пневмооружия к Наталье Качановой ходят и дети в возрасте 10 лет, и взрослые. В 2018 году первый раз поучаствовала в спартакиаде трудовых коллективов и заразилась вот этим направлением. Решила стрелять. Первый раз очень было страшно, непонятно. Первый раз винтовку увидела, мне показалось, боже, как вообще с нее можно стрелять. Но тем не менее, сейчас результат с каждым годом лучше и лучше. Анастасия готовится к спартакиаде трудовых коллективов. Пока она не попадает в тройку победителей, но не оставляет надежды, как и неподбитых мишеней. Среди любителей этого вида спорта больше женщин. Мужчины относятся скептически к пневматике. Пневмооружие – это далеко не игрушка. Такая винтовка весит 4,5 килограмма, и неподготовленному стрелку рекомендуется упражняться из положения сидя. Ну, а я попробую сразу из положения стоя. По крайней мере, в цель попала. Такой вид спорта популярен и у школьников. Кто-то приходит приобрести навыки для себя, а кто-то в дальнейшем участвует в соревнованиях. Междушкольник каждый год будут сейчас проходить. Вот недавно, в этом году, участвовал. И вообще, вот, те, кто занимается, между ними еще в тире соревнуюсь. Какие результаты? Ну, 2 третьих места и 2 первых. Этому тиру уже 36 лет. И именно с Ленска началась популяризация пулевой стрельбы в Якутии. Здесь было самое разнообразное оружие в большом количестве. Но после того, как компания «Алроса» все соцобъекты передала в муниципалитет, затраты и ответственность за хранение огнестрельного оружия на себя брать никто не захотел. Поэтому перешли на пневматику, которая сегодня тоже в тренде на больших соревнованиях. Ну, вот сейчас мы еще параллельно готовимся к манчарам. Они вот в июле будут, потому что будет 2 охотничьих упражнения вот из скоростной стрельбы. Скоростная стрельба из 3 положений белка, вот стоя, скрывая и лежа. И вот девочка стреляет с переломки в куропатку. Новые придумали упражнения с пневматической винтовки, самый простой. Ну, готовимся. Этот вид спорта не дешевый, дорогое не только оружие, но и обмундирование, если заниматься профессионально. А прийти пострелять по мишеням, чтобы сбросить эмоциональное напряжение, может любой желающий. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Как будут развиваться события, мы расскажем в следующих выпусках. И помните о безопасности. Носите маски и соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.